Пресс-тур абхазских журналистов на плотину в Грузии был организован главой администрации Галского района Тимуром Надарай и редактором нужной газеты Изида Чаня. После долгой проверки на абхазо-грузинско-государственной границе и паспортного контроля на территории Грузии мы в сопровождении руководства Ингургэс отправились вверх по горному серпантину. Сегодня Ингурская гидроэлектростанция фактически находится под юрисдикцией двух государств – Абхазии и Грузии. Основные рычаги управления станцией и 5 электрогенераторов находятся на абхазской стороне, в Галском районе. Плотина Ингургэс на территории Грузии. Ингургэс – это единственный источник электроэнергии в нашей стране. Стратегический объект. Дорога до плотины пролегает через грузинские села, окруженные живописными горными пейзажами. Кстати, все эти села, через которые мы проезжали, довольно депрессивны и представляют собой унылое зрелище. Арочная плотина – режимный объект. Пройти к ней посторонние люди не могут. Журналистам из Абхазии разрешили попасть в офис департамента арочной плотины ГЭС, откуда прекрасно виден бетонный водосборник и часть Дживарского водохранилища. Ингургэс – самая большая гидроэлектростанция на Кавказе до 2012 года. Эта арочная плотина считалась самой большой в мире. Она была введена в эксплуатацию в 1978 году. Ее высота – 272 метра. Невооруженным глазом видно вода в водохранилище на донышке, зато в летний период уровень достигает вот этой черной отметки. Существующего запаса воды хватит лишь до конца февраля, не больше, сказал технический директор Ингургэс. У нас еще остается 18 метров на февраль, так сказать, этот уровень хватит до конца февраля. Исходя из сегодняшнего потребления Абхазии, мы точно посчитали, что 1 марта, значит, уровень снизится до отметки 420, это уровень от моря считается, после чего работа турбин запрещается. Вот почему запрещается? Во-первых, характеристика турбины не позволяет работать ниже напора 280 метров. Вообще по инструкции надо срабатывать до уровня 440. А вот этот 20 метров от уровня 440 до 420 считается как аварийный объем. Ну, естественно, в такой ситуации, когда большой дефицит электроэнергии, мы используем этот аварийный запас до конца, полностью. После чего уже надо останавливать турбин. Будем надеяться, что в этом году раньше паводок начнется, чем, допустим, иногда бывает. Но это не означает, что придется остановить все турбины, уточнил энергетик. Одна турбина может работать при низких нагрузках за счет притока воды, но тогда Абхазия будет получать энергию всего на пару часов. По самым пессимистичным прогнозам, паводок может начаться аж в середине апреля. В этом случае Абхазии придется покупать электроэнергию у России, говорят специалисты. Кстати, веерные отключения не дали ожидаемого эффекта. Эффект есть, но не такой, какого мы ожидали. Вот, эффект есть, конечно. С 8 у нас сейчас уже вчера было 6,8 или 6,7. Вот, на 1 миллион киловатт-часов в сутки снизилось. Вот последнее. Это с отключениями, наверное, и с потеплением, и день растет еще, вот, продолжительность дня растет постепенно, и это тоже сказывается, там освещение позже включается. Но в целом мы получили сейчас экономию на 1 миллион киловатт-часов. Абхазия энергию получает бесплатно. Это, конечно, ненормальное, я прямо вам скажу, это ненормальное положение. Значит, мы в финансовом плане, мы банкроты, можно сказать. Хотя честь сохраняем, пока не банкроты. Но в финансовом плане, если бы не подоспели, значит, бы не подоспели кредиты с Европейского банка, там, были гранты тоже несколько раз, станция бы давно уже стояла. В теле плотины расположено 7 водосбросных отверстий, используемых для холостого сброса воды. Это когда воды в хранилище в избытке. Выше затворов расположены служебные и офисные помещения, дежурный пункт, а также механизмы управления сбросом воды. Чтобы попасть туда, нужно пройти длинный туннель и подняться по крутой лестнице. Тут у нас 7 секций, где находятся по 2 затворы. Заторы у нас служат для регулирования воды, водохранилища. Параметры как где-то
450 кубометров в секунду пропускает, когда у нас полное водохранилище. Отметка 510 от уровня моря. В офисе арочной плотины установлен водомер, который с высокой точностью измеряет уровень воды в Джварском водохранилище. Уровень, при котором работа ГЭС невозможна – 420 метров. Она стоит у нас пробурена тело плотины, и от давления воды и получаем здесь сигнал. Забор воды в деривационный туннель производится глубинным водоприемником тоннельного типа. Таким образом, вода поступает на территорию Абхазии и приводит в действие турбины. У водоприемника два отверстия, которые затем соединяются в одно. Они хорошо видны на гребне плотины. Здесь стоит две башни, которые обслуживают два плоских затворов. Но есть у нас помещение дисковые затворы, где стоит два 6-метровые дисковые затворы, тоже закрывают. При ремонте мы их закрываем и так проводим ремонтные работы. Напор на оси генератора около 446 атмосферное давление. Мощность ГЭС при наполненности водохранилища составляет 1300 мегаватт. Энергетики объясняют, что критическое понижение уровня воды произошло из-за маловодья и засухи, из-за чего уровень воды оказался на 15 метров ниже нормы. Подобный дефицит воды фиксировался и в прошлые годы, в 2013 году. Вторая причина энергетического кризиса. В разы увеличилось потребление электроэнергии Абхазии. В 2010 по 2014 год в среднем рост потребления по сути бесплатной электроэнергии в Абхазии находился в пределах 3-4%, а в 2015 году он увеличился сразу на 9% и составил 8 миллионов киловатт в сутки. В этот зимний энергетический сезон, который длится с ноября по март, почти 95% электроэнергии отпускается Абхазии. Устная договоренность о распределении электроэнергии между Грузией и Абхазией 60/40 действует только в летний период. Если в 2010 году был 1 500 000 000, что и так высоко для Абхазии, для такого территории, для такого населения, то в прошлом году стал 1 800 000 почти. На 300 миллионов увеличилось. А в 2008 и 2007 вообще было 900 миллионов киловатт-часов, не больше. В качестве выхода из кризиса Ливан Мибоня предлагает установить наружные индивидуальные счетчики. Если граждане будут знать, что их отключат от сети, они начнут исправно оплачивать за электроэнергию и экономить ее. Единственная мера не обесточит республику и дать постоянное электроснабжение, это упорядочение системы учета. Если будут счетчики и будут заведены, то потребление пойдет вниз. Если этого не будет, через 2 года Абхазия не будет иметь света. Или будет иметь в день 5-6 часов максимум, не больше. Серьезное беспокойство энергетиков вызывает состояние напорного деривационного туннеля диаметром 9,5 метров и протяженностью 15 километров. В секунду через туннель проходит 22 кубометра воды. Однако почти половина воды утекает через трещины, которые образовались за годы эксплуатации туннеля. В 2006 году был проведен частичный ремонт туннеля. Денег на капитальный ремонт нет. В Алорском ущелье деривационный туннель выходит на поверхность. Здесь же расположена одна из точек, откуда просачивается вода. Энергетический кризис, с которым столкнулась Абхазия, обнажил острую проблему – необходимость поиска инвестиций для ремонта существующих и строительства новых электростанций. А для этого нужно, в первую очередь, экономить электроэнергию и элементарно платить за нее. Елена Лолу, Алексей Агуха, Абхазское телевидение.